разговорных. Говорите по-русски со мной. Согласно Конституции, русский язык имеет статус официального. Уважаемые граждане, которые требуют общения с ними исключительно о русском языке, ошибочно полагают, что русский язык в Казахстане имеет статус официального и является вторым государственным языком. Более того, языком межнационального общения. Как юрист считаю необходимым дать следующее разъяснение. В действующем законодательстве Республики Казахстан отсутствует понятие «официальный язык» и второй государственный язык, а также не существует норм, устанавливающих, что русский язык обладает статусом второго государственного языка. Действительно, пунктом 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан предусмотрено, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Однако буквальное содержание данной нормы не означает, что русский язык имеет статус официального либо второго государственного языка. Термин «официально» употребляется не равен понятию «официальный язык» и не наделяет русский язык каким-либо особым правовым статусом, тем более статусом второго государственного языка. Нормы законодательства подлежат толкованию исключительно в соответствии с их буквальным смыслом, без расширительного толкования. Данный вопрос был окончательно разрешен еще в 2007 году дополнительным постановлением Конституционного совета за номером 3 от 23 февраля 2007 года, в котором дано четкое разъяснение, что равенство применения казахского и русского языков в государственных органах не означает наделение русского языка статусом второго государственного языка. Государственный язык обладает приоритетным статусом, установленным Конституцией. В негосударственных органах равенство языков в Конституции вовсе и не предусмотрено. Решения Конституционного совета в силу статьи 74 Конституции РК являются окончательными, обязательными и обжалованию не подлежат. Таким образом, Конституция Республики Казахстан не устанавливает, что русский язык имеет статус официального, либо является вторым государственным языком. Вместе с тем, статья 4 Закона Республики Казахстан о языках прямо закрепляет, что долгом каждого гражданина Республики Казахстан, независимо от национальной принадлежности, является овладение государственным языком, который является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. В связи с изложенным призываю всех уважать Конституцию и законы Республики Казахстан, жить в согласии и стремиться к общению на государственном языке страны гражданами, которые мы все являемся. Сөз соңында өзімнің үндеуімді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы үндеу ретінде жолдағым келіп отыр. Яғни мемлекеттік тілдің тұғырын биіктету мақсатында және бір тілдің төңірегінде бір халық ретінде қалыптастыру мақсатында келер 2026 жылды мемлекеттік тіл жылы қылып жариялауыңызды сұраймыз.